же открылся новый ФОК. Объект возведен в рамках нацпроекта «Демография». В здании расположились большой спортзал, отдельный фитнес-зал для женщин, 4 беговые дорожки протяженностью 25 метров, полоса препятствий, залы для борьбы, спортивные и тренажерные залы. К настоящему времени в ФОКе уже открыты секции по боксу и борьбе. Во дворе также установлена площадка для занятий спортом. Модернизация Альтиевского водозабора завершена на 85%. Объект готовятся сдать до конца года, сообщил глава Ингушетии Махмуд Аликалиматов в своем телеграм-канале. Работы стартовали в 2022 году. Основной объем на объекте уже завершен. Глава подчеркнул, что новая система водоснабжения будет более современной и надежной, и это позволит снизить риск возникновения аварийных ситуаций, особенно в пиковые часы. Благодаря проделанной работе мощность водозабора значительно увеличится. Проблемы с доступностью воды будут решены, а качество ее значительно возрастет, отметил он. В Малгобеке и Назране, а также в сельских поселениях Троицкое и Нестеровское заработали 4 заправки для электромобилей, построенные инвесторами. На возмещение их затрат Минэнерго России выделила региону субсидию в размере более 27 миллионов рублей. До конца года будут введены еще 6 заправочных станций для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта. Земельные участки для возведения оставшихся заправок уже отобраны. В сельском поселении Южное в конце года начнет работу новый фельдшерско-акушерский пункт. Он построен в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта здравоохранения. В медучреждении предусмотрены 20 помещений, среди которых процедурная, кабинет фельдшера и акушера, стационарные палаты, УЗИ-оборудование. Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение парламента законопроект об ужесточении наказания за завышение цен на социально значимые товары. В настоящее время, согласно Кодексу об административных правонарушениях, установлена ответственность за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке и за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий и координацию экономической деятельности, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Банки выступили против законодательной инициативы ввести запрет на увеличение лимита по кредитным картам в рамках одного договора с заемщиком. Законопроект был внесен в Госдуму 5 апреля и 2 октября принят в первом чтении. Документ вносит изменения в закон о потребительском кредите и устанавливает запрет включать в договор потребительского кредита условия, предусматривающие возможность увеличения лимита кредитования без заключения нового договора потребительского кредита. Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечают, что кредиторы сохраняют возможность изменять лимит кредитования в одностороннем порядке, хотя это и не предусмотрено законодательством. Перечень экзаменов для поступления в вузы изменят в 2025 году. Изменения будут вводить поэтапно. В 2025 году вступят в силу обновления для направлений подготовки, где список экзаменов изменится незначительно, а часть с существенными новациями начнет действовать с 2026 года. Миноборнауки внесло проект с поправками 20 сентября. Обсуждение инициативы продлится до 10 октября. В изначальной версии документа изменения предполагали, что абитуриенты будут сдавать экзамены по русскому языку, профильному предмету из списка обязательных и по 1-2 профильным предметам из оставшихся в перечне по выбору университета или абитуриента. Вузы должны опубликовать перечень вступительных испытаний не позднее 20 января 2025 года.